Имя влияет на судьбу человека. Сегодня родители продолжают выбирать имена Милана и Милена, также популярны Кирилл и Александр. А вот такие имена, как Яна, Галя, Валя, Оля и Наташа, не пользуются спросом. Обладатели каких редких имен проживают в Ленском районе, узнавала Анна Кожевникова. При имени Агния, наверное, у большинства россиян, родившихся в советское время, возникает ассоциативный ряд: Мишка с оторванной лапой, намокший под дождем зайка, резиновая Зина и медвежонок Невежа. Именно это яркое имя Агния носила известная детская писательница Барто. В наше время, особенно в Якутии, как отметила руководитель Ленского ЗАГСа, Агнии встретишь редко. Ленску повезло. Супруги Наталья и Вадим Красюк дали имя известной писательнице своей дочке. Мы с мужем очень такой активной общественной позиции, и уже будучи беременной, перед 9 мая мы поздравляли ветеранов тыла. И на одном из адресов нас встретила Агния Ивановна. Мы вообще впервые познакомились с носителем данного имени воочию. И выйдя уже беспрекословно сказали: да, мы ребенка назовем только Агния. О чем супруги сообщили родным. Но бабушки и дедушки идею восприняли без радости, считая, что имя трудное для восприятия. Но маленькой Агнии свое имя вполне нравится. Меня называют Агата, я Агния. В детском саду Агния не одна с таким ярким, редким именем. Есть редкие имена, есть необычные имена. Необычных имен у нас нет, не встречалось как-то. А редкие имена, такие как Назар, Даниэль, Агата, Элина. Вот это редкие, они довольно-таки редко встречаются. Что интересно, вот сейчас перестали называть Наташами, Людами, Валями. Зато ряды воспитанников «Белочки» в этом году пополнили сразу 5 Елизавет и 5 Софий. Сегодня самыми распространенными в Ленске стали имена Кирилл и Мария. Именно такие имена регистрируют каждую неделю в Ленском ЗАГСе. Что касается редких и необычных имен, мужские имена – это у нас Ямир, Яромир, Эрчим и Эрсан. А женские – это Афина, Ядвига, Ясмина, и Яна. Чем обычно руководствуются родители при выборе имени? Кто-то называет в честь родственников, а кто-то считает, что ребенок перенимает судьбу родственника тезки, поэтому надо быть осторожными. Тайны имен раскрывают многочисленные книги и легенды. Но на страницах таких книг не всегда найдешь редкие имена, как у нашей еще одной сегодняшней героини, она же руководитель Ленского ЗАГСа. Но это было в далеком 89 году. Как обычно у якутов, когда рождался ребенок, все собирали семейный совет и путем жребия выбирали имя. Мой брат Василий Александрович вытянул имя Юлистана. Мама, конечно, была в шоке, говорит, что начала плакать. Потом решили второй раз вытянуть. Второй раз тоже вытянули имя Юлистана среди всех имен. И на следующий день моя тетя пошла в администрацию сельского совета и зарегистрировала меня как Юлистана. Ленский архив хранит свои тайны имен, потому что записи актов гражданского состояния должны сохраняться на протяжении 100 лет, а потом отправляются в Национальный архив. Например, я нашла запись о регистрации своего имени. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.